Добрый дзень. Тут Ганна Соў з Прагі і на відэасувязі з Лёндану стваральнік і кіраўнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халесін. Добрый дзень. Добрый. Ну і сёння тэма нашай размовы я прапановую магчымасць пераменаў у Беларусі, жаночы твар выбарчай кампаніі і бясконцая спрэчка выбары ці байкот. Мікалай, вот прыкладна 10 гадоў таму, ну можа не ў гэты час, увосень на вуліцах Менску такая эйфарыя была. Адбываліся выбарчыя пікеты, людзі, яшчэ ніхто не быў арыштаваны, спявалі на вуліцах, агітавалі, хадзілі. Ну, все гэта скончылася 19 снежня вельмі жорстка, так? Цяпер яшчэ да выбараў не прыйшоў час, але ўжо больш за 300 чалавек знаходзіцца за кратамі, а вы 10 гадоў ужо па-за Беларусю былі вымушаны з'ехаць разам з жонкай, з Натальяй Калідой, уцячы ад пераследу, ад крымінальнага пераследу, атрымалі палітычны прытулак у Великабрытаніі. От ці ёсць цяпер адчуванне, што сёлета, магчыма, нават у 2020 годзе, праз 10 гадоў, вы зможаце, ну, калі не вярнуцца, ну, прынамсі, проста прыехаць бяспечна ў Беларусь? Ну, парадокс в том, что мы как бы не уезжали. Вот это парадоксальная история, потому что театр работает, все эти годы работает в Беларуси, мы им руководим в режиме там 24/7, то есть я погружен как бы, Наташа в меньшей степени, я в большей, погружен в белорусские реалии, ну вот вплоть до цен на там отрез ткани или кусок хлеба, то есть это как бы такая... абсолютное погружение. И у меня нет этого такого сильного ощущения, что мы уехали, потому что мы живем все-таки очень много проблемами белорусскими. И я бы сказал, что возвращение – это не совсем географическая категория, и даже не разговор вот о смене режима. По моему убеждению, нужно возвращаться, если возвращаться, то возвращаться нужно с чем-то. То есть, чтобы это возвращение стало событием не только для тебя, но и для тех, вот, с кем ты не находился эти годы. И каждый, кто сделал какую-то яркую карьеру за рубежом, должен вернуться с таким как бы подарком. Он должен привести или новые для страны знания, или умения, или там связи, или ресурсы, все что угодно. Но вот это тогда можно говорить о таком полноформатном, полноценном возвращении. Я так хутчэй нават пыталася, ці верыш ты ў тое, што зменіцца сітуацыя ў Беларусі. І можна будзе вот просто купіць квіточак і так заехаць спакойна. Я вот к этому и веду просто так немножко издалека, да, что вот это ощущение веры в то, что это возвращение, которое для многих, кстати, плановое, многие хотят этого. Вот это ощущение, оно сейчас гораздо более яркое и более такое, ощутимое, чем было раньше. Потому что очень много новых вводных, которых все эти годы, 26 лет не существовало. Я к чему начал разговор вот об этих подарках, да, и возвращениях, что не было такого раньше, чтобы мы, например, с женой, с Наташей, вот как несколько дней назад, мы сидели на берегу реки в кафе и вдруг заговорили о том, что вот, а если вот изменится что-то, все изменится, точнее, там, да, в Беларуси, то что мы можем сделать для Беларуси, помимо того, что делаем сейчас. И тогда мы, по сути, проговорили полностью концепцию театрального международного центра, который бы можно было создать в Беларуси, масштабного, чтобы и полноформатного, и с разными направлениями, да, который бы позволил белорусам смотреть там спектакли, концерты и там другую там исполнительское искусство не через 10 лет, когда уже все сходит, да, а прямо сейчас, вот как смотрит вся Европа. И я понял, что вот когда мы начали об этом говорить, я понял, что я себе уже допустил, что изменения могут быть, чего я раньше не допускал. Одна з самых яркіх асобаў у штабе Бабарыкі, Марыя Калеснікава, некалькі тыдняў таму гутарылі, вот якраз у такім фармаце я яе запыталася, калі яна прымала рашэнне з Нямецчыны вярнуцца ў Беларусі, там рабіць праекты, яна адказала, якая розніца, хто дзе знаходзіцца. Это фактычна не мае значэння. У сучасным свеце людзі працуюць, як бы могуць знаходзіцца ў адной краіне, жыць у другой. Ну, тым не менш, Марыя цяпер там, і яна яркая асоба у гэтай кампаніі. Ну і сама кампанія у многім непрадказальная. Ну,
многія рэчы ніхто не мог прадказаць яшчэ там месяц таму, што так будуць адбывацца. Рэпрэсіі ўлады лёгка прадказаць, што будзе атака, што будуць арыштаваныя, што будуць пад прапагандысцкім такім ціскам моцным патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта. Всё гэта было прагназавана, але вось рэакцыя грамадства, гульцы на гэтай сцэне такой небяспечнай, так, яны проста не прагназаваныя, і мало хто можа цяпер сказаць, як гэта далей будзе развівацца бліжэйшым часам. Як тэатральны чалавек, як творчы чалавек, вот гэтую кампанію з якім літаратурным жанрам, фарматам, творам вы маглі б параўнаць? Ну вот сейчас уже жанр нынешний вот этого фрагмента, да, это абсолютно точно драма. Потому что мы к ней пришли, опробовав уже на своей коже там самые разные жанры, от триллера и трагикомедии там, до фарса и водевиля. Драма, потому что люди прожили или проживают 26 лет, которые для большинства потеряны для развития и для полноценной жизни. Это ужасно, это страшная цифра на самом деле. У меня за это время родились и выросли и получили высшее образование 2 дочери. Это невероятно. Все при одном и том же правителе. Ну, стали совершенно очевидны 2 вещи. Первое, что больше так жить не хочет большинство белорусов. И вторая, что просто так Лукашенко не уйдет. Потому что уходить по-хорошему он за эти годы так не научился. И поэтому для меня это сейчас пока в жанре драма. А если говорить о произведении каком-то, то вот я бы от нынешнего времени, от Беларуси не отдалялся. Для меня это «Собаки Европы» Альгерда Бахаревича. По целому ряду причин. С одной стороны, он потрясающе точно описал то, кто мы, откуда, там, почему мы именно такие, а с другой он спрогнозировал то, что с нами случится, если мы не примем вот моментальных мер и очень радикальных мер. И вот этот прогноз, он настолько страшный, что вот это произведение дало мне вот такой очень мощный удар, как бы по мне. Я понял, что все шутки закончились. Как бы. И именно поэтому мы взяли этот роман в работу, и поэтому сейчас в данный момент в Минске идет спектакль «Собаки Европы», и так с восторгом принимается зрителями, потому что зрители понимают, что это про них сегодняшних, и угрозы того, что может произойти с ними завтра. Свабодны тэатр, я нават не памылюся, з выбараў 2001 году, калі вот эта тэма джинсу узнікала, пакаленне джинс, з гэтага вырас першы, напэўна, спектакль ваш, так і далей. Но на все палітычныя падзеі вельмі востра рэагавала сваімі спектаклямі, пастаноўкамі, самымі рознымі. Вот які цяпер вы бачыце ўнёсак беларускага свабоднага тэатру у тое, што адбываецца ў Беларусі, палітычны, творчы, на будущее «Собаки Европы» одно, эволюция другое, что еще? Ну, настоящее искусство, оно, в принципе, не дает ответов никогда. То есть оно может только ставить вопросы, оно не может конкретизировать ответ какой-то, который бы обществом был воспринят как некая догма. Да. Поэтому мы, собственно, и занимались все эти годы только тем, что ставили вопросы. Сейчас там рано подводить, конечно, итоги про свободный театр, потому что он, по сути, он только сейчас начинает входить в фазу взросления. Да? Он только-только недавно был совсем подростком. То есть, поэтому сейчас вот он как бы вот взрослый, зрелый, и может как-то уже понимать, как формулировать дальше вот в эти очень сложные периоды. По-моему, мы вот старались... 2 вещи мы смогли продемонстрировать, да, и доказать. Там. Это, ну, во-первых, что при диктатуре, при авторитарном режиме можно полноформатно и полноценно работать даже в таких условиях. А второе, что даже будучи выходцами из такой проблемной страны, какой является Беларусь последние там, четверть века, можно добиться мирового признания. Мне кажется, что это были такие 2 самых важных посыла и для творческих людей, и для общества. А если говорить о том общественном вкладе, то вообще об общественном вкладе, то стоит там, обратиться к нашему слогану. Да? Наш слоган «Свободный театр» — это «больше, чем театр».
Это всегда было больше, чем театр. И тут мы подавали пример не только белорусам, но и мировому театральному сообществу, потому что практически всем большим театральным постановкам свободного театра, таким глобальным, сопутствовали общественно-социальные кампании. Вот сейчас, например, мы ведем кампанию, которая называется «I'm with the band». Да? Это «Я с запрещенными». Она призвана вот сконцентрировать внимание на Беларуси. И второе, как для политических, то есть мы должны использовать свои там связи с политическими структурами, организовывать с ними диалог, как бы обсуждать лучший вариант влияния на белорусские власти, как бы с их стороны. С другой стороны, нам нужно включить максимальное количество мировых звезд, чтобы они стали нашими такими культурными послами, и чтобы они могли как бы привлекать к нам внимание, к проблеме, которая в Беларуси есть. Это вот такие как бы разные полюса. С одной стороны, вроде бы это чистое искусство, а с другой стороны, это искусство очень опирается на сегодняшний день. Ну, собственно, это и есть выбор свободного театра. Опираться на то, что происходит здесь и сейчас. Дзякуючы свабоднаму тэатру пра Беларусь, пра праблему палітзняволеных гаварылі зоркі сусветнай велічыні. І гэта на працягу апошніх 10 гадоў, магчыма, болей адбываецца. У меня такая думка ўзнікла, дурнаватая, напэўна. Ну, кто такі Том Стоппарт? Александр Лукашенко я не ўпэўнена, што ведае, так? А хто такі там Філіп Кіркораў, там ці Леў Лещенко. Калі звярнуцца вось да тых, каго уздагароджвае кіраўнік Беларусі, чыю творчасць ён любіць. Ну, там таксама ёсць людзі, якія, магчыма, хацелі б выказацца і ў падтрымку дэмакратыі, ў падтрымку патрабаваць вызвалення палітвязняў. Калі-небудзь абмяркоўвалі вы такія ідэі, так не заходні кірунак, а ўсходні? У нас были такие мысли, но это связано с целым рядом проблем. Ну вот сейчас в этой компании I'm with the Band уже высказались там Эмма Томпсон, Стивен Фрай, Агнешка Холланд, Стивен Долдри и так далее. Так многие. И готовим мы еще таких несколько бомб, да? Когда выражение «Живи Беларусь» произнесут люди, от которых вообще этого никто не ожидает в Беларуси. И это, мне кажется, будет очень мощной поддержкой. Но когда мы говорим о восточном, что называется, векторе, ну, там очень немного людей, которые готовы поддержать нас. То есть, ну, вот с кем я в личных контактах и кто готов всегда, там, это, например, там, Виктор Шендерович, там, Лия Маджидовна Хиджакова. Ну да, но это люди, которые, да, они как бы могут, но они сейчас живут сами, находятся в такой ситуации, когда они не могут даже о своем, вот, не хватает им ресурсов высказаться, да, то есть, и поэтому в России так их помещают в такой, власти помещают в такой в статус юродивых, как, собственно, любил это и Лукашенко делать про оппозицию, да, это такие юродивые, они не с народом, а они вот просто что-то хотят другого. Поэтому мы как-то там не рассматривали, и тяжело бороться с финансами. Потому что если мы будем призывать Киркорова поддержать белорусскую там, демократическую общественность он просто на словах, то он скажет, почему я должен поддерживать, если мне уже гонорары платит противная сторона. И эти гонорары, в принципе, за 25 лет не заканчиваются. Поэтому как-то не наш это вектор все-таки восточный, это пусть пробует кто-то другой. Миколай, добра памятаю некалькі гадоў твой допіс, вот просто так вот нават перад вачыма стаіць, што ў свеце жанчын табе больш камфортна жыць. Гэты свет больш арганізаваны, менш агрэсіўны, ім все адбываецца прасцей, больш зразумела. Якая была твоя рэакцыя на аб'яднанне штабоў, вот увасабленнем якога сталі 3 жанчыны: жонка Валера Цапкалы, Марыя Калеснікова, координаторка штата Бабарыкі, ну и кандидатка на президента Светлана Тихановская? Честно скажу, с восторгом. С восторгом, потому что я вообще последние там, пару десятков лет выступаю вообще за женский мир. Потому что слишком много напороли мужчины, слишком много ошибок, плотность ошибок невероятная, и мужской мир ну, никак не доказал, что он успешен. Поэтому мне кажется, что стоит максимально поделиться с женщинами и дать им шанс
что-то сделать. Для Беларуси я вам скажу, что для меня, например, вот этот альянс, это уже вот такое четвертое доказательство того, что женщины в политике успешнее. Первое, это была кампания «Мы помним», когда там моя супруга начала работать с женами и детьми наших убитых, похищенных и убитых политиков, и когда они создали такую кампанию, которая ездила по миру и которая остановила вот эту вот вереницу похищений и убийств. Там практически не было никаких мужчин, я там помогал им, конечно, там организационно и так далее, но в целом это была просто их такой мощный удар. Второй раз я в этом убедился, когда была кампания Free Belarus Now, это когда в 2010 году все наши друзья оказались в тюрьмах, и компания, которой были лидерами, опять-таки, Наташа, Ира Богданова и Ира Красовская. И тогда удалось развернуть международную кампанию, и в том числе включить все режимы санкций, благодаря им, и благодаря тому, что они работали на самом верху. Они работали там с Хиллари Клинтон, они работали с Уильямом Хейгом, там, министром иностранных дел Великобритании и так далее. И это все сработало, да, потому что эти женщины не имели своих собственных политических амбиций. Они действовали, потому что они просто были честными. И они порядочно шли по курсу, который представляли. Следующий был момент, когда, даже он не следующий, но раньше, получается, что было, это когда создание Белорусского свободного театра. На сегодняшний день это все-таки самая успешная творческая структура в мире, если говорить так честно. Да? И в ее организации мужчина один я, все остальные в управлении этой структуры женщины. И я очень рад, что я с ними работаю, потому что они никогда не подводили, они никогда не лукавили, они никогда не пытались там друг с другом и со мной соревноваться, а просто все делали одно дело. Я даже сейчас вижу, как там работает моя жена, и я понимаю, что я не в состоянии так работать. То есть я не мог бы сейчас, параллельно занимаясь театром, проводить такой объем работы, там, консультируя там, ООН, НАТО, Госдепартамент, Конгресс США и так далее. Это огромные объемы информации и работы. Это и счастье, что сейчас нам со сбором информации так помогают тоже, к слову, девушки из Беларуси, которые живут в Беларуси, и которые проворачивают огромный объем информационной работы, и это помогает сейчас нам выйти на какие-то решения других стран относительно Беларуси. Ну, и тут, если так итог этому подводить, вот альянс Тихановской, Колесниковой, Цепкало, вот мне он очень нравится. Мне нравится, потому что они идут одновременно вот как-то с бережностью, да, то есть не с осторожностью, а именно бережливо, да, они идут так, как можно уберечь всех, насколько это возможно, от кошмаров каких-то. И плюс эмоциональность, и искренность, с которой они это делают. Ну когда Света Тихановская говорит про то, что там я хочу стать президентом, выпустить политзаключенных и назначить новые выборы, чтобы мой муж участвовал в них как полноценный человек в честных и прозрачных выборах. И вот я ей верю, потому что это искренняя позиция. Вот и мы все глядели совсем недавно, это первый агитационный митинг у Менску, все трени брали удел, ну и все говорили про новую стилистику, просто вот, да. Сурдоперакладчик упершыню, зусім іншы способ контакту с людьми. А як вы мяркуеце, это так знутры ідзе, ці все ж пэўныя паліттэхналогіі за гэтым стаяць? Нет, насколько я знаю, нет, никто из таких серьезных политических консультантов не работает сегодня с этими командами, из таких людей, которые могли бы очень сильно повлиять. Ну, это и понятно почему, потому что
ситуация, то есть политконсультанты могут работать в условиях демократии, и четкого понимания законов. В условиях диктатуры они работать не могут, потому что ситуация непрозрачна, и это совсем другое, это кризисная история. Новая эстетика возникла, потому что пришли новые люди. На тех же митингах совсем другие лица. Это люди, которые не имеют отношения к нашему четвертьвековому политическому бомонду. Да? Это люди новые, это люди во многом далеки от политики, и поэтому и молодежь, которая с ними работает, тоже привносит какой-то и дизайн современный, и взгляд современный. То есть это другая история. Совершенно. И нужно, вот это то, что не понимают сегодня ни белорусские власти, ни наши статусные политики. Изменилось время. И вот это мы впервые увидели сейчас в Беларуси. В других странах мы это наблюдали и раньше, но в Беларуси мы увидели сейчас. Время полностью изменилось. Ты не можешь больше, если ты не соответствуешь этим изменениям, ты не будешь успешным. Никак. Потому что ты просто не понимаешь, о чем и как говорить с этими молодыми людьми. А што б вы адказалі крытыкам вот этих аб'яднаных штабоў? Ёсць пэўная частка людзей, былой апазіцыі, статуснай апазіцыі, некаторыя з іх у міграцыі, якія называюць і кандыдатуру Віктара Бабарыкі, Валеры Цапкала рукой Масквы, газпромаўскай аферай. Вот што б вы адказалі на крытыку гэтага аб'яднання, так, якая гучыць вы? І што б вы, я ведаю, што вы уже такія звароты публічныя робіце, выказваеце сваё стаўленне пра тое, наколькі прадуктыўная ідэя байкоту, наколькі прадуктыўная ідэя не ісці на гэтыя выборы. Сначала о вот этих вот историях про «Газпром», руку Москвы и прочее. Честно скажу, меня даже как-то ни разу всерьез об этом не задумался, потому что меня эта ситуация смешит. Ну просто давайте посмотрим на биографии, там, хорошо, Тихановского не берем, его как бы и не записывали в руку Москвы, да, но мы говорим там о Валерии Цепкало и Викторе Бабарико. Валерий провел всю свою жизнь в Беларуси, за исключением получения образования в МГИМО, но он хотел заниматься внешней политикой, и получить это образование в другом месте негде было, можно было получить только там. Потом он вернулся в команду Шушкевича, потом перешел в команду Лукашенко и так далее. Но его вся жизнь, вся его работа, все было связано с Беларусью. Бабарико – человек, который получил все возможные образования в Беларуси, родился в Беларуси, прожил и работал в Беларуси. Когда мы говорим в названии банка слово «Газпром», то не нужно все-таки сходить с ума. Дело в том, что нужно знать, если уж человек даже находится за границей, то он в состоянии понять вообще, как банк «Олимп» стал «Газпромбанком». Это произошло в 1997 году, когда Россия была не в пример более демократичной, чем Беларусь. И когда все хотели получить активы газпромовских структур. Ну, конечно, любой банк бы с удовольствием бы в это сыграл, да, но вот получилось это у Олимпа, получилось у Бабарыки. И то, что делал этот человек, скупая там, я ему готов памятник поставить уже за то, что он парижскую школу вернул в Беларусь. Почему Ева стала таким важным персонажем? Потому что то, что было рождено, отчасти зарождалось и в Беларуси, мы его потеряли. И оно возвращалось благодаря ему. Потому что человек... Поэтому про какая рука Москвы? О чем вообще идет речь? Что за бред вообще? Я вообще не понимаю, о чем это. Ну и как бы если говорить про бойкот или выборы... Абсолютное непонимание как бы вот этого политической как бы структуры бойкота в Беларуси, к сожалению, даже у политиков. В нашем представлении всегда было, что бойкот – это ты лежишь на диване и побеждаешь.
Единственный более... Было, по-моему, 3 попытки проведения каких-то бойкотов. В основном это касалось парламентских выборов. И единственный более-менее успешный был в 2000 году. Но тогда было просто движение ЗОБР, которое смогло просто втащить во всю страну эту формулировку «бойкот 2000» и попытаться сорвать выборы пропарламентские. Да? И даже добились того, что сразу после выборов появился государственный журналист, который на экране сказал: да, выборы в Минске не состоялись. Но через 20 минут появилась Ермошина, которая сказала: нет, состоялись, все в порядке, и объявила какие-то придуманные, взятые из потолка цифры. Бойкот – это действие, которое должно быть активным. Это значит, что люди, которые поддерживают бойкот, они должны объединиться в одной компании и переубедить все население, все электоральное поле в том, что участвовать в выборах – ошибка. На кампанию бойкота нужно потратить приблизительно в 3 раза, а то и в 4 больше средств, чем на любую президентскую кампанию, когда идет кандидат. Плюс вы должны иметь политических консультантов, у которых есть опыт работы с подобными кампаниями. Не с кампаниями президентскими, не с кампаниями парламентскими, а с кампанией саботажа, бойкота, итальянской забастовки и так далее. То есть это совсем другая история. А уж тем более разворачивать это все. Кампания бойкот должна начинаться как минимум за год. За год до плебисцита. Поэтому это такая... А в Беларуси это говорит: бойкот, мы не идем на выборы. Отлично, мы лежим на диване. А вот как тогда и с чем выходить, когда тебя уже на выборах обманули все-таки? Тебе вышли и сказали: нет, голосовало 70% и 93% за действующую власть. А ты лежал все это время на диване. Как тебе из этого пассивного состояния перейти в активное? Никак. Единственный вариант – это участвовать в выборах, пытаться рассадить наблюдателей, расставить, проверить, создать систему наблюдения и потом иметь ресурсы, чтобы объявить об этом и донести информацию. Нас обманули. И тогда я, участвуя в выборах, вижу, что мой голос украли, и я готов его защищать. Как? Другой вопрос. Это уже вопросы тактики. Каждый защищал по-разному. Кто-то забастовками, кто-то уличной борьбой, кто как. Но на самом деле, невозможно, просто невозможно из лежания на диване вдруг стать революционером и свергнуть там ненавистную власть. Мы уже пачалі гаварыць у тэатральных тэрмінах пра выбарчую кампанію, і вы характарызавалі і як драму пэўную, якая можа быць і трагедыю ў пэўным сэнсе для кагосьці скончыцца. А як мы бы гаварылі зараз не пра гэты тандем 3 жанчынаў аб'яднаных штабоў, а пра яшчэ 3 зарэгістраваных кандыдатаў, якую ролю, з вашого пункту гледжання, яны выконваюць у гэтай кампаніі, з якімі літаратурнымі персонажамі можна было б іх параўнаць, напрыклад? Мы 3 года назад мы работали над спектаклем, который называется «Burning Doors», да, «Пылающие двери». И это спектакль, в котором очень переплетены наши этот геополитический узел, да, Беларусь, Россия, Украина. И когда мы над этим работали, нам очень нужно было литературное произведение, 2 фрагмента которых должны были войти в это. И мы искали, кто из авторов литературных, поэтов и так далее, кто соответствовал бы, его литературу соответствовала бы настоящему моменту. И мы прошли порядка 100 авторов. Это было огромные объемы, пласты информации, которые перевернули. И в итоге мы поняли, что реально соответствует времени один автор всего лишь, который автор русский, но имеющий отношение, слава богу, к Беларуси, да, Федор Достоевский. И тогда мы взяли 2 фрагмента, один из братьев Карамазовых, а второй из «Идиота». И они только подчеркнули проблемность этого времени. Да? А сейчас, если мы говорим про эти выборы, про этих 3 иных персонажей этих выборов, то у меня другое произведение, но опять-таки Достоевского, это «Бесы». И больше ничего на ум у меня не приходит. Потому что
кто-то из них такой фрондерствующая леди Конопатская, да. Ну, то есть я даже, ну как, человек не может, побывав там депутатом даже и так далее, но он не может выступать таким фриком, потому что на сегодняшний день всем неловко, смешно и неловко. Ну, то есть женщина, которая говорит, кроме меня и Лукашенко нет тут кандидатов. Так а почему за тебя не выходит никто на улицу? Даже 5 человек не собралось. Никто не выходит. Я не верю, что они собрали подписи, все эти 3 персонажа. Я не верю. Я знаю, что всегда Лукашенко подбирал себе массовку сам. Он сам формулировал, кто ему нужен как конкурент на выборах. Да, он просчитался со Светланой, потому что я думаю, что он не понимал, что может быть такая конфигурация. Он думал, что все, как всегда, поругаются, и все разойдутся, и останется она одна, и все на этом. И уж точно он никак не ожидал, что будет такая поддержка. Хотя следовало бы понимать... Недооценил женщину так само. Да, абсолютно. Следовало понимать, что ее мужа поддерживают, во-первых, потому, что он не Лукашенко. И если мужа посадили в тюрьму, а жена за него вступилась, будут также поддерживать ее. Белорусы, по большому счету, народ добрый. И народ, который готов отнестись с пониманием к таким вещам. Особенно уж после 25 лет нашего такого адского опыта. И поэтому, эти бесы, что кому-то, пустые места, на самом деле для меня это абсолютно такие нулевые люди, то есть я даже не воспринимаю их как, что их внесут в список, не внесут, мне все равно. То есть я понимаю, что им могут приписать по 5-6%, но реально они соберут там 0, сколько-то тысячных или сотых, может быть, а может быть и их не соберут. Поэтому мне даже обсуждать, честно скажу, не очень хочется, потому что я даже не очень понимаю, кто эти люди. В смысле, я не очень понимаю, за какое место их держит власть. А галоўны персонаж, які не хоча сыходзіць, чыя 8 падыходзіць. Да, это 8 патриарха. Очень патриарха, безусловно. Это на самом деле настолько было подробно и внятно описано. И ведь если обратишь внимание, какие эти все патриархи, какие они допускают все одни и те же ошибки. Все допускают одни и те. Никто из них никаких новых ошибок не делает. Они все сначала угрожают, сажают в тюрьму, потом хватаются за оружие, и потом их или убивают, или они доживают жизнь в безвестности. Ничего другого никогда не происходило. И тоже они не понимают, что речь идет скорее даже уже не об эмоциональном плане, это речь о физиологии. Ты больше не можешь воспринимать у власти, то есть просто ты устал. Ты не можешь воспринимать человека, который говорит непонятно что. Когда я говорю британцам о том, как Александр Лукашенко трактует коронавирус, они говорят, а кто у вас придумывает вот эти вот басни как бы о нем? Никто не верит, что он может это произнести. Они считают, что эта оппозиция придумывает и приписывает ему цитаты и создает мемы. То есть никто не верит. Они говорят, не может политик. Глава государства вообще не может такую чушь произнести. Ты видишь, что летают вирусы или нет? Не видишь, нету их. Это просто, то есть это такое старческие какие-то такие уже изменения, да, то есть это которые, уровень юмора, который уже за пределом добра и зла. Поэтому я даже не знаю, как это, тоже не знаю, как его обсуждать, потому что он уже не человек, он уже аргумент. Он уже стал такой фигурой, которая, понятно ее будущее, непонятен пока только механизм изменения. Якраз пра механізм змены. Чаму ў Беларусі столькі гадоў не працуе вось гэтая формула, гэты лозунг, які часта на мітынгах людзі крычаць «Міліцыя з народам». 100 разоў мы чулі пра тое, міліцыя нам нібыта кажа, хай вас будзе больш, тады мы будзем з народам, бывала і больш, але не была з народам. Не працуе гэта. Чаму? Потому что надо понять, что милиция
Ну, я даже, меня это слово милиция, честно скажу, это же были какое-то народное ополчение, да, милиция. Сейчас это уже или полиция, или все равно в белорусском варианте народ свел это все к понятию менты и не хочет от этого понятия отказываться. Я не помню, чтобы кто-то называл человека милиционер, да, то есть странно сейчас звучит. Потому что туда отбирали людей все более и более и более вот преданных власти. Потому что эти люди, вот у них в глазах, единственное, что у них есть в глазах, это благодарность Александру Лукашенко за освобождение их от сельскохозяйственных работ. Вот больше там ничего нет. Остальное пустота. Они получают хорошую заработную плату, они могут съездить в Турцию или Египет, они думают, что они живут лучше всех в Беларуси, и они не хотят от этого отказываться. Но так уж всегда ведется, что вот эти структуры, они или не переходят совсем, или переходят все, да, на другую сторону. Потому что у них есть вертикальное подчинение. Как только они видят, что их герой слаб, они уходят все. А единицы, которые пытаются перейти, вроде Юрия Николаевича Захаренко, их надо уничтожать, потому что это единицы, которые как бы вносят смуту, да, и заставляют их думать. Они не должны думать. Власть считает, что они должны только выполнять приказ. И на протяжении всех лет у Лукашенко есть одна формулировка. Ты должен выполнить мой приказ. Это все, что он говорит всем своим этим силовым начальникам. И если уже сейчас они начали выпускать на улицу внутренние войска, что запрещено? Потому что внутренние войска не подразумевается их участие в силовых разгонах акций. Если они их выпускают, значит ситуация печальна. Эта ситуация печальна, потому что не хватит ресурса на то, чтобы контролировать и удерживать ситуацию по всем городам. Это нереально. Когда происходили подобные вот плебисциты и обострения, всегда милиция из регионов свозилась в Минск или в областные центры. На сегодняшний день, когда уже люди выходят там подписываться за Бабарика, за Цепкала, за Тихановского там, в Лельчицах, в Ашмянах и в Радашковичах, ты не знаешь, где у тебя что выстрелит. Ты не знаешь, где кто кого начнет прессинговать. Поэтому, я думаю, у них паника, и поэтому я думаю, что очень серьезные проблемы есть в среде милиции, но она пока не проявлена. И вот у меня есть знакомый, который работает в силовых структурах, таким техником в областном центре в одном. И он говорит, что в чатах, во внутренних чатах, где сотрудники обсуждают какие-то свои проблемы, там в WhatsApp, в Телеграме и так далее, часть из них говорит, что надо как-то уйти на больничный, но не отпускают. Часть из них пытается там, формулировать так, что вот если заставят нас это, я уволюсь. Ну, то есть они не говорят, что они там будут переходить на сторону там, протестующих. Пока разговор о том, что я уволюсь. Но мы посмотрим, что будет происходить 10 августа, не 9. Потому что 10 августа ситуация начнет меняться. И, может быть, мы увидим вот этот вот формат милиция с народом, ну, а пока мы будем довольствоваться тем, что милиция с уродом. Чому 9-го нічого не будет отбываться? 9, потому что 9 будет день выборов. И вот если анализировать там все трансформации, которые произошли, ну, особенно в Европе, я потому что небольшой сторонник рассматривать африканский и азиатский опыт, потому что он все-таки немножко специфический, да, то если говорить о европейских трансформациях, то все они, если они касались выборов, то они происходили, когда дата выборов являлась стартовой датой, не финальной датой. Это не значит, что мы проголосовали 9 числа, в 20:00 все изменилось. Нет, значит, что 9 мы осознаем, что произошло, а с 10 начинаются трансформационные процессы. Какие они? Я не знаю, какую тактику выберет
выберет, например, сегодня там Объединенные Штабы или какую тактику выберут какие-то там другие структуры, которые сорганизуются вместе. Это может быть все что угодно. Это может быть от итальянской забастовки, когда люди ничего не делают, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей, или тотального саботажа, или всеобщей национальной забастовки. Я не знаю, какой формат может быть. Но по факту я не верю в то, что это может рассосаться. Дело в том, что когда люди перестают любить вождя, этот джин в бутылку не запрыгивает. Ты уже не можешь снова полюбить его, потому что ты видишь в нем все его изъяны. Твоя любовь, твое иррациональное закончилось, и ты должен рационально посмотреть, почему ты этого человека уже не переносишь. Гэта быў кіраўнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які ўжо разам з жонкай Натальяй Калядой разглядаюць магчымасці стварэння вялікага цэнтру беларускага свабоднага тэатра ў Беларусі, дзе з яго пункту гледжання сёлета могуць адбыцца перамены. Дзякуй вялікі за размову. Дякую. Да пабачэння. До побачення.